Все, начинаем. Так, это моя презентация. Пошел. Презентация не та? Конечно, тут вроде. Когда у нас? Начать. Так, все пошло, да? Здравствуйте, коллеги. Сегодня мы встречаемся с вами в рабочем собрании РМО предметной области искусства. Сегодня мы обсуждаем вопросы, связанные с уроком предметной области искусства, так как у нас предполагается, что есть предметы музыка, изобразительное искусство, то есть свои контексты этого урока. Мы обсуждаем для того, чтобы вынести решение по формированию документов урока, которые мы могли бы использовать и в контексте трансляции опыта, и в контексте аттестации учителя, и в контексте участия в конкурсном движении. Мы должны прийти к единому мнению. Вопросов у нас сегодня будет несколько, но не все выступающие готовы, собственно, принять участие. Это у нас будет выступать Светлана Анатольевна Ныркова, первое выступление, которое вы сегодня услышите. Собственно, я выступлю с вопросами аннотации статьи Поташника. Я в прошлый раз об этой статье говорила, и все-таки я хочу, чтобы вы ее просмотрели и могли с ней познакомиться. Затем у нас будет выступление у Чичкаревой Натальи Александровны. К сожалению, пока она не пришла, она подойдет попозже, и, собственно, темы ее выступления мы озвучим попозже. И все-таки мы ждем выступления учителей, которые хотели бы, чтобы они продемонстрировали свой опыт формирования и структурирования уроков. Вот мы посмотрим, пока готова у нас Эйхман Алена Александровна, 25-я школа города Сыктывкар. Я думаю, что Юлия Александровна Шарыгина, она подумает, и, наверное, тоже у нас выступит. Кроме этого, значит, есть вопросы, которые я хотела бы поднять, это обсуждение этих, собственно, уроков и представлений уроков, которые я открыла в системе дискуссии. И в рамках этой дискуссии опубликовано несколько уроков, которые, в общем-то, я не говорю, что они идеальны, я не говорю о том, что они не требуют доработки, они выставлены специально для того, чтобы мы могли обсудить, какие компоненты, какие элементы, какие задачи, какие цели мы могли бы поправить, сориентироваться. И мы ждем рекомендаций именно от сообщества искусства, лично ваши рекомендации. Поэтому сейчас я слово даю Светлане Анатольевне Нырковой, она принимает. Я очень условно назвала тему, потому что я думаю, что Светлана Анатольевна сама скажет то, что она хотела сказать. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня такая замечательная аудитория в нашем помещении, и виртуальная аудитория к нам подключилась. Очень рада приветствовать РМО. Вот такой нашей встречи есть, кроме такого субъективного желания, необходимости, объективное основание, так как у нас была инициатива министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, связанная с включением, да, вот руководителей РМО, члены Республиканской аттестационной комиссии, да, разные представители РМО являются экспертами аттестационной комиссии. Поэтому действительно вот общих тем много. Мне тоже доводилось участвовать в ваших курсах повышения квалификации как раз в рамках модуля моделирования урока, да, и вот в этом году, опять же, да, вот мы очень плотно столкнулись с ситуацией подготовки учителя музыки на всероссийский конкурс «Учитель года», и здесь нам помогал еще один, да, вот из экспертов аттестационной комиссии, да, вот представитель педагогического колледжа, я экспертов не называю, да, у нас вот тайна, да, экспертизы, для того, чтобы людей не беспокоили. Поэтому у нас действительно много общих вопросов. С вашего разрешения я начну вот с вопроса информационного. Вообще вот перечень вопросов перечислю, чтобы вам было удобнее, да, вот так, как сказала Наталья Геннадьевна, структурированно воспринимать. То есть первый вопрос связан с теми изменениями, да, которые появились вот на информационном уровне, на федеральных порталах, связанные с вопросами аттестации педработников. Я этого коснусь, потому что вот мне впервые за 5 лет
удалось выехать в Москву, да, и мероприятие было связано именно с аттестацией. То есть до этого, в ближайшую пятилетку, такие мероприятия просто не объявлялись. Каждый регион, да, принял к действию порядок аттестации педагогических работников, да, работал с ними самостоятельно, а наш регион в том числе еще и пережил проверку Рособорнадзора, да, того, как проходит аттестацию нашей республики. Кстати, вот замечаний к нам не было, кроме одного, мы не сразу уведомления работникам посылали. Ну, это вот такой незначительный аспект. Второй вопрос, о котором я бы хотела поговорить, это вопрос, связанный с разработкой контрольно-измерительных материалов. Здесь такая возможность напомнить и Наталье Геннадьевне, да, и проинформировать вас, вот как мы можем работать вот в рамках, да, новой модели аттестационного экзамена и что вот мы можем в этой связи предпринять. Но второй вопрос напрямую связан с первой, да, с теми изменениями, которых нас информирует Россия. Третий вопрос, собственно, связан, да, вот с определенными компонентами портфолио и с тем уточнением, которое было внесено летом решением членов и решением экспертов аттестационной комиссии уже нашей, республиканской, то есть как у нас изменился первый, да, критерий, и вот там теперь единственный показатель в аттестационном портфолио. То есть в связи с чем вот это изменение произошло, по сути, это даже не изменение, это уточнение, конкретизация, да, как раз призывающая к тому, вот что вот в ряде вопросов сегодня у вас обозначено, да, и раскрывающая основную, наверное, суть моего выступления на этом мероприятии. Итак, первое, да, чтобы не было особых тревог, уважаемые коллеги, у нас летом появляется такой документ, он не распорядительный, он информационного толка, документ, сопровождающий президентскую инициативу «Национальная система учительского роста». Да, здесь присутствуют учителя и, соответственно, определенным образом их касается. Документ называется «Дорожная карта», где прописывается, кто, как, в какие периоды будет разрабатывать и апробировать единые федеральные оценочные материалы, да, которые будут созданы, разработаны как некий инструмент, консолидирующий аттестацию во всей Российской Федерации. То есть там прописаны сроки и периоды. Весь этот контекст рассчитан на период до 2000 года. Ну, то есть вот к концу 2019 года разработчики должны будут представить отчет президенту о том, как эти материалы были апробированы. Нас собрали в декабре этого года как раз людей, занимающихся аттестацией в регионах, и показали некоторые наработки. То есть у нас была возможность эти наработки в определенной мере оценить. То есть на какой основе осуществлялась оценка. Давайте вспомним посылы национальной системы учительского роста. Планируют сделать дифференциацию по педагогической должности учителя. Вы помните, да, что может возникнуть у нас такая, да, вот, дифференциация, как старший учитель, учитель-наставник, да, ну и так далее. То есть, естественно, если аттестация будет давать возможность определить такой статус учителя, дифференцировать ему заработную плату, то единые оценочные материалы должны эти вещи, да, определенным образом изменить. Но то, что на сегодняшний день мы увидели в России, материалы эти касались только двух, да, учителей по двум дисциплинам: русский язык, литература, математика. Больше мы не увидели, да, каких-то других аспектов. И следующий критерий, по которому можно было оценить представленные материалы, это разработанность по компетентностям. То есть какие компетентности, по сути, да, планируется измерять в рамках единых федеральных оценочных материалов, ну, вот, после 2020 года. Давайте проследим их и вспомним те критерии и показатели, которые есть в нашем портфолио, или те материалы, которые предоставляются педагогами в наше портфолио. Собираются измерять федералы, что логично, предметную компетентность, а мы ее также прослеживаем на протяжении всего портфолио. То есть как педагог, да, вот, осуществляет образовательный процесс, как он его организует, какими технологиями сопровождает, насколько эти технологии адекватны содержанию реализуемого предмета. И как раз первый измененный критерий педагога призывают, как это и было, да, определено
правительством и образованием Российской Федерации призывают, да, анализировать уровень достижения планированных результатов в соответствии с ФГОС. То есть все эти составляющие у нас с вами в портфолио есть. И дальше логично идет методическая компетентность, и мы с вами в портфолио прикладываем, да, методические разработки уроков, статьи и так далее. Еще далее идет коммуникативная компетентность, ее тоже можно просмотреть по всему аттестационному материалу, так и по отдельным разработкам, да, насколько этой компетентностью владеет педагог. Ну и заключительная психолого-педагогическая компетентность, которая также отслеживается сквозным образом. Уважаемые коллеги, в зале, я обращаюсь, это понятно. Да? Нам, в частности, были представлены некоторые тесты по предметам, как я сказала, русский язык, математика, да, некоторые тестовые задания. Пока еще невозможно говорить о их дифференциации по должности учитель, главный и так далее, да, то есть только в общем формате. И нам показали 2-3 разработки кейсовых заданий, связанных с психолого-педагогической компетентностью. Опять же, могу сказать, они опять же дифференцированы, то есть они еще не адресованы, да, вот учителям разных категорий, и с точки зрения задаваемых вопросов проблемных, они тоже носят еще достаточно размытый формат. Давайте резюмируем. Да? Вот я изложила определенные факты, которые мы с коллегами из разных регионов пронаблюдали, да, когда авторы единых федеральных оценочных материалов нам представили. На сегодняшний день говорить о том, что что-то изменится завтра, в аттестации не приходится. Вот такое сопоставление с компетентностями, которые измерять планируют, да, федералы и нашего портфолио, показало, что если наш учитель адекватно воспринимает портфолио, воспринимает его как инструмент профессионального развития и качественно заполняет, он обеспечивает, да, собственную подготовку к любым изменениям, которые могут возникнуть в пространстве образовательном Российской Федерации. Ну и следующий, да, вот момент, раньше, да, вот 2020 года не стоит ни о чем беспокоиться, да, а совершенно четко простраивать свою профессиональную деятельность, планировать методическую деятельность своих образовательных организаций, работу муниципальных, школьных, там, городских, да, методических объединений, да, вслед за РМО, то есть с опорой в том числе на позиции портфолио. Да. Мы можем планировать, да, представление учителям опыта, да, на муниципальном уровне, да, предлагать его на республиканский уровень, да, публиковаться где-то на федеральном. Действительно, рекомендуем, да, и просим вас сделать это планово, да, чтобы у учителя там за полгода перед аттестацией не было такого необоснованного стресса. На сегодняшний день действительно опытные такие маститы и заучи сказали: ребята, вы при планировании методической работы, посмотрите в портфолио, что же там все-таки должно быть у учителя. И не создавайте учителю лишний стресс. Да, то есть вот эту составляющую, она была рекомендована, и когда собиралась... Тоже было у нас республиканское с вами мероприятие весной прошлого года. Презентации, кстати, по тому, как у нас профстандарты, да, деятельность включаются в нашу педагогическую, тоже вывешена на сайте КРИРОТ 18 мая, если я не ошибаюсь, 2017 года. Посмотрите презентации, да, вот такой плановый переход на профстандарты. Там тоже прописана аттестация как механизм, обеспечивающий, да, вот этот переход на профстандарты, даны рекомендации даже вот методическим службам. И мы идем действительно по линии, да, портфолио само по себе является методическим и диагностическим инструментом, позволяющим нам измерить свои сильные стороны, выявить некие дефициты и планомерно их преодолевать. Да. Сначала, безусловно, педработникам понадобится, наверное, некая хотя бы поддержка, да, некий толчок со стороны вот, администрации. Говорить о том, что в полной мере во всех у нас районах работают методические службы, не переходит, оптимизация экономическая привела, да, к определенным результатам, но мы, тем не менее, с вами должны исходить из тех обстоятельств, из тех условий, в которых мы находимся. Еще раз резюмирую.
сделать до 2020 года. Изменения нас не ждут, с одной стороны. С другой стороны, у нас в руках есть инструмент, который нам позволяет подготовиться к любым вот такого рода изменениям. Да? Общий контекст изменений был ранее описан. Это первая сторона вопроса, да, который стоило бы обсудить. Ну и вторая сторона. Вот до того, как летом появляется документ, Центр аттестации, сам институт ну, вот размещает некий заказ к авторам-разработчикам, к людям, которые способны, могут, да, осуществлять разработку компетентностной модели экзамена. То есть у нас экзамен сейчас в некотором роде тяготеет к знаниевой составляющей, но тем не менее у нас есть по ряду предметов демо-версии компетентностной модели экзамена. И вот к чему мы в этой связи, ну, если так можно выразиться, приглашаем. То есть, так как у нас есть республиканский метод объединения, у нас есть эксперты, да, комиссии на муниципальном уровне, республиканской аттестационной комиссии, у нас есть руководители ГМО, РМО, ШМО. То есть в первую очередь вот коллег мы приглашаем, и это уже будет делать Наталья Геннадьевна, то есть потому что она была, да, основным разработчиком, то есть попробовать себя, как раз вот на себе опробовать контрольно-измерительные материалы предметной методической части, да, вот экзамена, с тем, чтобы посмотреть, да, какие возникают затруднения, что удается лучше, и, соответственно, пока вот планируется это так, это будет принимать такое решение сама аттестационная комиссия, да, экспериментально, но абсолютно анонимно, да. То есть можно попробовать, сказать, что получилось, что не получилось, в чем стоит тренироваться. То есть мы никоим образом не будем, да, эти результаты индивидуально обнародовать, да, просто вот зафиксируем некие проблемы. И, возможно, да, вот такой продукт, ну, получив некое авторство, будет вывешен как такой тренажер, который, опять же, в свою очередь, будет позволять готовиться к тому, что появятся единые федеральные оценочные материалы, которые, к слову сказать, сейчас не получили даже регионы-пилоты. Ну, то есть, что сделали разработчики, опять же, да, они провели это в формате ЕГЭ на 17 пилотных регионах. Я поговорила с некоторыми регионами, материалы им не оставили. Ну, то есть вот так вот, даже чтобы у кого-то позаимствовать, возможности нет. Ну и, честно говоря, вот те материалы, которые были, как я уже сказала, ну, достаточно сыроватые. В полной мере вот таким вот качественным тренажером, наверное, выступать не будут. Поэтому вот приглашение к экспертам, да, вот к таким учителям-методистам с большой буквы, да, вот еще включиться, да, вот в такие вариации апробации, это произойдет, возможно, и даже не в этом учебном году, но вот тем не менее проинформировать мы были должны, да, потому что доработка чего-то может происходить и с вашей помощью. Это вот такая вторая составляющая. И третья, да, она также связана с целью вот и с вопросом, который Наталья Геннадьевна представила, да, в рамках нашего заседания. Значение аттестационного портфолио, да, в развитии профессиональных компетенций. Но, разумеется, я уже этого коснулась. Да, мы провели аудит портфолио, да, мы посмотрели те рекомендации, которые делают наши эксперты по доработке, измеряет наше портфолио эти компетенции, да, если обе стороны, и эксперты, и учителя, подходят к этому именно качественно. И вот, наверное, я сейчас озвучу под вопрос. У меня, наверное, после уже 3 пар, как-то все в один день получается, немного он ушел из головы. Да? Мне бы хотелось внести разъяснение в аттестационную республиканскую модель, вот в модель аттестации именно республиканскую. То есть как она работает. То есть, по сути, модель можно увидеть на тех же презентациях, к которым я отослалась. Это презентация от 18 мая 2017 года, размещены на сайте КРИРО и связаны с внедрением профессиональных стандартов. То есть там наша модель представлена. То есть модель, по сути, достаточно простая и, главное, работающая. 2 направления работы представлены. Это, да, организационно-методическое сопровождение
педработников, администрации, методистов, который осуществляется межаттестационный период, а он у нас, как известно, равен 5 годам. Да, один из основных таких инструментов – это наш сайт КРИРО, да, который очень подробно, кто да, все-таки выходил на него, структурирован, начиная с новостей, нормативных документов, заканчивая моделями портфолио, методическими рекомендациями. Дальше это направление представлено обучением экспертов, да, потому что вот именно обучение экспертов входит в КРИРО государственное задание. То есть мы в рамках государственного задания обучаем экспертов Республиканской аттестационной комиссии. То есть эти люди, да, вот таким образом. То есть педработники имеют у нас возможность по разным модулям, которые так или иначе связаны на сегодняшний день и с аттестацией, как средством, да, профессионального развития педагога, вы уже поняли, мы именно как средство планировали аттестацию, связаны напрямую. Да. У нас сейчас появляется, вот можно отслеживать ежемесячно, в том числе модуль, ну, скажем, вот пока реализовывала только я, связанный именно с моделированием профессионального портфолио. Это тоже вот такая логичная составляющая. И вторая часть, да, вот вторая составляющая нашей модели портфолио – это методическая поддержка педагогического работника в аттестационный период. То есть в период, когда он сдал заявление, аттестационные материалы, или сдал там экзамены и дополнительные материалы. И в зависимости от того, как экспертная группа оценила его материалы, да, экспертная группа формирует либо рекомендации по доработке материалов, либо рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности. Вот вторые рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности возникают в тот момент, если экспертная группа положительно оценила, да, вот аттестационные материалы претендентов. Но оценка эта произошла по нижней шкале, да, вот минимальное количество там баллов набирает учитель, и в принципе к его материалам и к той деятельности, которая описана, есть ряд вопросов. И эксперты, да, вот эти составляющие, эти замечания отсылают непосредственно педагогическому работнику на его электронный адрес. Но с тем, чтобы, да, не вводить человека в заблуждение относительно того, что, ну, все благополучно, ты аттестован, никак совершенствоваться не нужно, да, работать над собой, да, работать в разных направлениях своей профессиональной деятельности. Вторая же тип рекомендаций по доработке, вот как они возникают и с чем они вызваны. Ведь по сути, если на аттестационные материалы, да, выносится отрицательная экспертная оценка, то вероятность, что комиссия примет решение не аттестовать этого педагогического работника, ну, 95%, да, потому что эксперты пишут все аргументированно. Мы не раз носили сами аттестационные материалы на комиссию, да, просматривали, да, члены комиссии, председатель, зампредседателей комиссии. То есть разночтений не было. Даже у нас, вот, когда бывают конфликтные ситуации, назначается новая экспертная группа, ну, вот редко такое бывает. По-моему, это было в 2014 году один раз, когда эксперты из Сыктывкара не согласились с экспертами из какого-то муниципалитета, и педработника все-таки аттестовали на первую категорию. То есть потом все-таки эксперты обучались, и они действуют достаточно целостно и согласованно. Но мы напоминаем, да, что средний возраст у нас педработника достаточно солидный. Это раз. Дальше. Никому из нас не хотелось бы увидеть кого-то из своих педагогических работников в списке неаттестованных. И отсюда мы разрабатываем внутренний такой механизм, когда мы позволяем, да, а точнее предлагаем педработнику отозвать свое аттестационное заявление. Это его охраняет и от попадания, да, в такой отрицательный приказ. Это охраняет его от того, чтобы целый год вот он не мог аттестоваться на ту категорию, на которую вот он хотел бы аттестоваться и считает, что вот он может аттестоваться. То есть ему присылаются рекомендации по доработке. И когда он доработку осуществляет, он имеет возможность заново написать заявление, и уже идет новый отчет, да, вот, периода аттестационного. При этом, что удобно, не просят эксперты, да, и, естественно, никоим образом не настаиваем мы, чтобы педагог формировал портфолио заново.
Да, мы просто сохраняем на период доработки портфолио, оно хранится в архиве, и потом, когда педагог присылает вот некую часть, да, связанную с доработанными по рекомендациям экспертов материалами, экспертной группе опять передаются эти материалы. То есть я не случайно остановилась на том, как это работает, потому что иногда педагоги достаточно болезненно реагируют на процесс доработки. Уважаемые коллеги, да, уважаемые члены РМО, поймите, в данном случае речь идет только о профессиональной, да, помощи, которая адресной помощи, которая оказывается педработников, да, которая дает им возможность все же аттестовываться на категорию, да, не оставаться без категории и не публично, да, не включает их, да, в какой-то отрицательный приказ. То есть это далеко не всегда приятно, да, поэтому вот такой вот сохранный механизм и действует. И этот же механизм позволяет развивать наши компетентности и даже вот педагогам, которые живут в глубинке, получать, да, вот определенные рекомендации, да, по своему профессиональному развитию. Вот это если говорить о той системе, о том механизме или о той модели аттестации, которая действует в республике Коми. Ну и, как я обещала, мы остановимся как на системообразующем первом критерии аттестационного портфолио, в который были внесены уточнения и изменения. Причем эти уточнения и изменения обусловлены самим порядком аттестации, который сейчас довольно старенький, он 2014 года. Вот, и обусловлены еще более ранним, да, федеральным документом, который предписывал, да, вот, образовательным организациям осуществлять мониторинги качества освоения обучающихся образовательных программ. Да, то есть, а этот документ вообще 2012 года. То есть вот только сейчас, в 2017 году, мы все-таки попросили организации учителей такого рода анализ представлять. То есть, по сути, что собой представляет первый критерий? Да, педагогу необходимо, да, по результатам внутреннего мониторинга, тех отметок, которые он выставляет, по результатам внешних мониторингов, да, с которыми он сталкивается, может быть, даже разрабатывают сами там ГМО, РМО и так далее. Да. Вот, необходимо измерить уровень сформированности предметных умений детей. Ну, например, да, ребенок выполняет определенное задание, вы измеряете уровень сформированности в соответствии с планируемыми результатами его предметных умений. Он, возможно, у вас отвечает на какие-то вопросы тестирования или еще включен в некую проектную деятельность, которая, да, объединяет в себе несколько составляющих. То есть эти вещи вы соотносите, анализируете, да, демонстрируйте, в какой степени, да, достигается детьми того или иного года обучения, да, этот результат, планируемый в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. И выявляете те затруднения, которые испытывают дети. Но если говорить о ваших предметах, здесь это все достаточно, да, вот, мило, да, все достаточно минимально возможно. Вот, но тем не менее этим анализом учитель, да, претендующим на категорию, владеть должен. Да, он должен понимать, да, к какому результату он ведет детей и как вот он, да, вот в такие отчетные периоды там, промежуточной аттестации эти результаты отслеживает. И вот почему становится этот показатель, этот критерий системообразующий для всего портфолио. Когда у нас идет второй критерий, внеурочная деятельность, мы там можем отследить, да, как развиваются определенные умения детей уже в этом направлении деятельности. Дальше, когда вы предлагаете методическую разработку, ну, для высшей категории, включающей технологическую карту, да, учебного занятия, там тоже есть возможность и вам, экспертам, отследить, как разрешаются, да, те или иные затруднения, те противоречия, да, в процессе вот организованной вами учебной деятельности ребенка. Ну, разумеется, обобщить и систематизировать вы можете это уже представив четвертый критерий, да, через какие-то свои публикации, через иные формы своего профессионального развития. То есть, таким образом, мы, опять же, да, имеем возможность отследить ряд компетентностей. Я даже не буду отходить от тех, которые, да, были определены в рамках национальной системы учительского роста. Здесь и предметная
да, через, да, вот достижение планируемых результатов. Здесь способность учителя осуществить анализ, да, выявить проблемы, наметить пути их решения. То есть, по сути, да, если посчитать вот такие вот продуктивные составляющие портфолио, их действительно окажется совсем немного. По сути, одна такая, да, качественная методическая разработка, определенные проекты детей, да, пару конспектов уроков, все это может быть оформлено еще быть в виде, да, публикаций, да, представлено в рамках мастер-классов, то есть это то, что представляется один раз в 5 лет, уважаемые коллеги. Да? И если посмотреть на это под этим углом, все совершенно, да, не является страшным, может быть запланировано, разложено даже в течение 3 лет. Кстати, обращу внимание, да, чтобы вы понимали, откуда берутся 3 последовательные года. На самом деле мы представляем информацию за 5 лет, и вы имеете право ее представить за все 5 лет. Но для того, чтобы не перегружать учителя, но при этом не нарушить требования порядка аттестации, высшая категория, нужно показать динамику положительных результатов, это минимум 3 года. Первая категория, нужно показать, да, в связи с требованиями федерального порядка, стабильные положительные результаты, это минимум 2 года. Но, естественно, если вам выгодно показывать, да, дополнительные годы межаттестационного периода, вы можете в полной мере этим пользоваться. Уважаемые коллеги, я сейчас обращусь с вопросами к аудитории, да, вот, ну, вот к людям, которые пришли к нам непосредственно. Есть ли вопросы в этой связи, потому что, ну, не всегда можно быстро задать вопросы в рамках вот, получить обратную связь. Получить обратную связь. Может быть, нужно что-то спросить. Ну, у меня-то лица все знакомые, да, поэтому вроде как, да, вот определенные моменты обсуждались. Но тем не менее, давайте. У меня все-таки вопрос по первому критерию. Почему? Потому что он сейчас изменился, и очень много мне вопросов задают. То, что выложено в рекомендациях, очень сложно и непонятно. Можно я перефразирую и сразу отвечу? Ну, сейчас очень задают этот вопрос. Да, сложно и непонятно. Уважаемые коллеги, обратите внимание, да, что к первому критерию приложены там 2 приложения. Это разработки, в одном случае городской школы Сыктывкара и Сыктывдинского района, но больше адресованы уже учителям начального уровня образования. Я еще раз хочу обратить внимание, подобные, да, вот системы должны быть созданы в каждой школе. Поэтому это вот такие образцы, да, которые могут быть в каждой школе. Но это не значит, что вы заполняете эти образцы. Да, в конце концов, на минимальном уровне можно заполнить, да, обычные таблицы, где уровень сформированности умений, но это должно быть подтверждено, опять же, теми же документами, которые, ну, предложены, да, как подтверждающие. И, безусловно, здесь главное тот анализ, который вы осуществляете. Да, то есть это не обязательно операция. Не обязательно операция. Это ориентир для школ, да, потому что в данном случае это вот проблема самих школьных, да, вот коллективов, где вот нет документа, который должен был возникать уже после 2012 года, даже не 2014. Ну, в данном случае без комментариев, потому что это первый критерий требует больше анализа для перспективы формирования портфолио. Достоверно выверенного уровня сформированности знаний, который можно подтвердить другими критериями портфолио. Ну, то есть понятно, да, некое. То есть внешний мониторинг, внутренний мониторинг, точнее, внутренний обязательно, внешний, если была такая возможность по вашим, да, вот, дисциплинам. Вот, и тем не менее анализ. Да, тем не менее анализ, да, то есть как вы эти вот... Особенно надо просматривать условия, потому что чаще всего учитель анализирует первый критерий, никакие условия не рассматривают, хотя условия это как раз определяют позицию, насколько идет система развития процесса. Если условия вы для себя не анализируете, вам труднее будет, собственно, и на будущее ставить задачу развития процесса своим предметом. Еще вопросы какие-то есть? Приложение 4 варианта промежуточной аттестации. Это обязательно? Ну, дело в том, что если вы осуществляете анализ, да, сформированности знаний, умений, если это, да, то в этом случае необходимо понимать, как вы это измеряли. То есть 4 варианта может быть не обязательно, у вас может быть и 2 варианта, да? Но тем не менее, вот с точки зрения даже экспертной, а вы в данном случае, да, не относитесь к категории неопытного, да, педагога,
То есть исходите из того, то есть 4 это безусловно максимум, у нас предметы разные. То есть если это будет достаточно 2, чтобы понять, да, каким образом вот вы это измеряли, и тогда помогите экспертам, напишите дополнительно процедуру, да, как создавались скимы, на что они были нацелены, да, и каким образом, да, измерялись умения, то, возможно, экспертная группа удовлетворится и 2 вариантами, да, то есть поэтому исходим вот из, даже в том числе из здравого смысла. Вот в ряде случаев КИМы не совпадают с теми умениями, которые измеряемы. Это тоже компетентность учителя. То есть как раз та самая предметная и методическая. То есть там должно быть указано, по какой программе учебы они состоят. Ну, естественно, да, то есть мы не пишем же портфолио на деревне дедушки. Я как пример, наверное, приведу, вот так, чтобы это поярче звучало. У нас же вот идут портфолио, например, из коррекционной школы, то есть из домов ребенка. То есть, знаете, вот открываешь, а там дети даже не упомянут, да, то есть вот в вашем случае тоже должны быть упомянуты программы, как вы работаете, да, то есть соотнесение, да, с ПГОС, если вы по нему работаете вот с планируемыми результатами, да, то есть как вот это работает. Разумеется, да, то есть это вот не просто я тут провела, да, и вот посмотрите, какие цифры. Этого, безусловно, недостаточно, это уровень функционирования. То есть смотрите, как я понимаю, КИМы, значит, спецификация, кодификатор, 2 варианта и... Анализ, Анализ. да, то есть табличное представление результата, как количественное, да, представление и качественный анализ. За последние 3 года. Последовательные. Последовательные. Не надо, то есть последовательные. Мы же говорим о динамике. Там именно поэтому написано последовательные, да, предоставляются периоды. Какие года вы возьмете, главное, чтобы это была соблюдена последовательность. Может быть, вы будете показывать ФКГУС, да, ну, предположим, как вариант, но в этом случае все равно формировались, да, знания, умения, навыки, да, они тоже измеряемые, да, ну, поэтому тут проблема. У нас сейчас много молодых специалистов, да, они педагогический колледж, которые идут как раз работать учителями музыки, музыкальными руководителями в том числе. И, естественно, молодой специалист, он может выйти замуж, родить ребенка и уйти в декрет, в отпуск. У него получится такой промежуток, и вот эти последовательность 3 лет, ну, никак не совпадет, допустим, да? Вот, что должно быть в этой ситуации? Как? Ну, во-первых, давайте ответим на первую составляющую, да, молодой специалист. Если он молодой, он аттестуется на первую категорию, да, начнем с этого. Человек имеет право вот, в соответствии с федеральным порядком аттестовываться на высшую категорию, если у него первое действовало уже не менее 2 лет, да. Дальше. Педагогический работник молодой показывает стабильные положительные результаты. То есть здесь динамика не обязательна. Поэтому может быть год взят до декрета, год после декрета. Вариации возможно. Может быть вот у него наступил момент аттестации в период декрета, когда он берет период до декрета. То есть в принципе это все очень легко разрешается, люди звонят и таких уж прям явных проблем не возникало. В случае местной смены работы. В случае смены работы тоже закономерный вопрос часто задают. Ну, например, вот я аттестуюсь в октябре, а в сентябре я работаю на другом месте. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы все материалы были собраны с предыдущего места работы, с подтверждением, да, вот, ну, необходимым со стороны директора предыдущей организации, да, образовательной. Проблем никаких нет, да, вы же аттестуетесь по той же самой должности, да, и вы можете предоставить по своей должности, это же ваша профессиональная, да, карьера, то есть те материалы, которые были наработаны перед этим. А приказ о присвоении категории придет на ваше новое место работы, должность-то та же, поэтому здесь тоже проблем нет. Просто озаботьтесь этим, да, заранее, не бросайтесь искать это в месяц, когда вот вы уже не там. То есть почему я говорю, портфолио нужно проектировать на протяжении, да, заранее. Ну, я думаю, что вопрос достаточно полно освещен, Светлана Анатольевна, и спасибо большое вам за такой полный, вот именно полный анализ аттестационных материалов. Я почему об этом говорю, потому что, собственно, и работа РМО, она будет направлена на то, чтобы мы могли вам помочь в разработке этих аттестационных материалов, чтобы мы могли их представлять грамотно и качественно, и чтобы эти материалы были не просто в системе подтверждения компетенций, но они несли некое творческое начало, они могли быть, участвовать в конкурсных
профессиональных конкурсах и так далее, то есть не ограничиваться только аттестационным материалом. Да, и вот такое пожелание, уважаемые коллеги, когда действительно сталкиваешься с ситуацией, да, вот когда необходимо что-то смоделировать педагогику, подготовить статью или методический материал. А вот все, что со стороны там, психолого-педагогической, методической, это все можно наработать, это дело наживное, да, вот такое пожелание, наверное, прежде всего молодым специалистам, да, и, в общем-то, стажистам тоже, да, средствами, в том числе РМО, да, совершенствовать владение содержанием своего предмета, потому что на сегодняшний день это становится проблемой для не целого только ряда наши, учителей, не только, РМО. да. Поэтому вот вам такое пожелание, да, вот профессионального роста, развития, желания этим заниматься. Большое спасибо. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Следующий вопрос, который хотела осветить, это осветить хотела я. Я, собственно, подготовила доклад, связанный уже с уроком. И сейчас мы поднимаем вопрос, опять же, касаемый аттестации, то есть те аттестационные материалы, которые мы получаем в рамках, допустим, документов, просмотра документов, конкурсных документов, аттестационных документов, они желают быть лучше. Нам бы хотелось, чтобы качество вот этих материалов позволяло нам выбирать и транслировать ваш опыт, который, в общем-то, существует. Но я очень кратенько, я так думаю, что Светлана Анатольевна достаточно полно говорила об аттестации, и у нас время все-таки ограничено собрание, поэтому я все-таки прокомментирую свой доклад, потому что мне пришлось к нему готовиться достаточное время, переработать очень много материалов. Еще в прошлое собрание РМО я говорила о материалах, которые есть смысл просмотреть. Это статья Максима Матвеевича Поташника, который называется «Как следует трактовать понятия, характеризующие модель урока на основе ФГОС». С чем связана эта проблема? Вот, а сейчас тоже от Светланы Анатольевны прозвучало слово «технологическая карта». И чаще всего в уроках, то есть в уроках, которые мы видим в системе обмена опытом, трансляции и, допустим, передачи, мы, все учителя начинают стремиться давать только технологическую карту. И вот в статье как раз автора очень четко рассматривается, что не только технологическая карта может явиться подтверждением вашей методической компетентности. И вот здесь моя задача, чтобы вы могли увидеть, а в какой форме, в какой перспективе этот методический материал может подтвердить вашу педагогическую и методическую компетентность. То есть вот они существуют разные. Мы привыкли, те, кто работает давно, привыкли работать с традиционным конспектом, но человек, который долго и плотно работает в школе, он часто переходит как раз на систему краткого плана. Думаю, коллеги со мной согласятся, да, потому что ему уже не нужно, он уже не первый год давал уроки, и план ему позволяет просто не потерять саму канву урока. И чаще всего план – это один из первых подходов в разработке урока. То есть без плана, без первой наметки плана и распределения времени этих минут на уроке, мы, собственно, в разработке урока даже не приступим. Поэтому это такой компонент, который всегда присутствует в системе разработки и проекта урока. План может быть краткий, и план может быть развернутый. А развернутый план, он может иметь и содержать некие комментарии. Вот об этом тоже пишет автор этой статьи. Он считает, что поурочный план включает в себя те же содержательные элементы, что и технологическая карта урока. Но план, как правило, связан к структуре комбинированного урока. То есть мы знаем, что тематический урок может быть и комбинированным, и уроком проверки знаний, и уроком получения нового знания, и уроком закрепления знаний. Да? Но вот урок именно поурочный развернутый план – это чаще всего тип относится к комбинированного урока. И этот план может содержать все основные структурные компоненты комбинированного урока.
Теперь конкретно о технологической карте, которую вы в последнее время постоянно считаете, что это самое лучшее представление вашего опыта. Насчет технологической карты. В общем-то, Поташник пишет, что технологическая карта есть матрица, состоящая из граф, таблиц пустографка, где отражаются условия, факторы, средства обучения, необходимые для проведения урока, и предполагаемые действия учителя и учеников. Собственно, такая форма подачи, она является тоже формой разработки урока. Она позволяет вам на первоначальном этапе определить, какие методы, приемы, технологии вы можете включить в систему работы, но с точки зрения оценки компетентностей у эксперта она никакой информационности не несет. То есть, когда мы видим ваши технологические карты с разработкой вот этих технологий, в этой части урока теряется предметная компетентность. И мы сейчас, как эксперты, просто за голову беремся, когда мы смотрим ваши предлагаемые вами материалы. В силу того, что мы не видим ни урока музыки, ни урока изобразительного искусства, ни урока литературы. Мы видим какие-то абстрактно-элементарные технологии, которые являются средством реализации предметной составляющей. И предметной составляющей ее не видно. Вы можете мне в ответ сказать, а вот с нас так требует администрация школы, а вот так нам предлагает работать администрация школы. Давайте рассмотрим эту позицию следующим образом. Аттестации, когда вы принимаете участие в аттестации, аттестацию ни администратор, ни директор, ни завуч не проверяет содержание ваших материалов. А отдав в руки эксперта, она попадает именно эксперту, который может определить вашу предметную состоятельность. Согласны со мной? И в этом случае, глядя на ваш документ технологической карты, представитель экспертного сообщества, видя вот эту несостоятельность, он может ваши материалы соответствующим образом и оценить. Да? То есть вы не получите позитивный результат по оценке вашего материала, потому что предмета как такового там нет. Поэтому технологическая карта возможна в разработке урока. Она возможна как этап разработки урока, но как представление результатов она не несет вот той трансляции того опыта, той наработки опыта, которая требуется, собственно, сейчас в представлении урока, в представлении особенностей или, как мы говорим, изюминки урока, особенности реализации вашего видения урока. Оно не представлено. Поэтому имейте в виду, и у автора статьи очень хорошо это видно, что технологическая карта рассчитана на учителя-новичка. Кажется, что ничего не надо придумывать. Берешь матрицу и вписываешь требуемые данные. Вуаля, и тебе урок. Опытный учитель знает, что кроме минимального необходимого набора средств, их нужно связать между собой, а современный, собственно, урок требует продуманной режиссуры и реального исполнения. И самое интересное, что в рамках технологической карты мы не можем увидеть интересные импровизационные наработки, которые часто появляются в уроке. Они просто не представлены. И самое главное, что учитель их еще и не описывает. Он их оставляет в какой-то своей глубине памяти, и вот этот компонент не транслируется, он не передается, он не закрепляется, и, собственно, ситуация развития здесь не происходит. Ну, собственно, важные компоненты в разработке урока являются, собственно, замысел. Мы иногда говорим, это концепция урока, то есть образ урока. Очень часто в последнее время в рамках ФГОС мы говорим об образе урока. С чем это связано? Это связано ведь не с темой. То есть тема, она является как бы такой конвой урока, да, а замысел урока предполагает формирование результативности, то есть предметных результатов, личностных результатов. То есть в концепции мы говорим, к чему мы идем, какой мы личностный результат ребенка достигаем в системе этого урока. То есть сейчас в рамках ФГОС вы все пишете, у вас везде написано предметные, значит, результаты, у вас написаны УД и метапредметные результаты, вы пишете личные результаты,
А сами результаты, они выглядят в конспекте ваших уроков абстрактно. И непонятно, к какому вы личностному результату подводите ребенка в рамках этого урока. То есть обязательно это продумывается концептуально. Наши предметы, музыка и изобразительное искусство, оно формирует духовное, духовно-нравственное и ценностное отношение к жизни. И в первую очередь это является тем результатом, ради чего мы проводим наши уроки. А в системе цели и задачи они не звучат. Воспитательные компоненты уходят на дальний план. И это концептуально не продумано. Ну вот я проведу, там научу их рисовать тому-то, мы споем с ними песни, мы прослушаем музыкальные произведения. Да, это средства, которые позволяют ребенку войти в мир искусства. Понимаете, мы мир искусства оценим через эмоции. У нас эмоциональная составляющая урока. Мы должны проживать музыку, мы должны проживать просмотр художественного произведения, мы должны рефлексировать по ситуации этого проживания. Вот вам, пожалуйста, он может определяться именно в системе замысла урока, то есть чего вы хотите получить в результате личностного развития ребенка. И есть еще вариант представления опыта урока, который написан в статье. Это проект урока. Пожалуйста, не путайте. У нас есть конспект урока, есть проект урока. То есть проект урока, как говорит авторы-разработчики этой статьи, это целый комплекс задач, которые решает учитель, когда он делает в системе проекта. Связано это с тем, что в конспекте урока большинство наших учителей не оценивают тех детей, то есть субъект урока, который присутствует у вас, собственно, в разработке. Субъект урока – это наши ученики. Субъекты урока, они по-разному откликаются на наши слова, они по-разному откликаются на наши действия, они по-разному откликаются на наши результаты нашей работы. И у них идет обратная связь на наши с вами работы. Поэтому, когда мы описываем или предполагаем в проекте урок, мы должны знать, какой категории детей мы работаем, какие дети присутствуют в этом классе, как с ними можно организовать деятельность. Вот недавно, готовясь к этому собранию, мы разговаривали с Аленой Александровной, да, по поводу вот этого описания в конспекте урока «Какие дети?». И, по-моему, любой опытный учитель может нам сказать о том, что да, вот в этот класс я приду вот с этой задачей, в этот класс пойду вот с этой задачей, а в третий класс я пойду с третьей задачей. Это связано с тем, что структура урока у нас может быть какая-то единообразная, но подходы, методы, формы для каждого класса будут иные. И это относится к категории проекта урока. Поэтому проект урока – это более развернутая, более детальная прописанная модель. Вот сейчас очень много и часто звучит понятие модели. Модель, она очень свободна, то есть она, с одной стороны, структурирует, систематизирует элементы, с другой стороны, она дает возможность вариативности передачи знаний, одних и тех же знаний в уроке. Поэтому для вас на сегодняшний день представление результата урока как проект, разработка проекта является самым сложным и в то же время даже на первый взгляд даже непонятным методическим материалом. Но к нему надо будет стремиться, к нему надо подходить, и это является точкой вашего развития на сегодняшний день. То есть что такое проект, разработка проекта урока, как она подается, как она представляется, вот она, собственно, в наших с вами случаях, она должна идти как система и точка роста в перспективе роста педагогических компетенций. Есть еще несколько форм передачи, представления опыта урока, и это все относится, собственно, к одному и тому же уроку. Это сценарий урока, это сценарий урока, это уже больше связано с описанием, это более сложная структура, не будет ни в табличной форме не представлен, он больше описательный, какие-то образы, содержательные, репродуктивные, все это может быть вписано. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Для себя, когда вы начинаете разрабатывать и писать урок, определитесь, в какую форму вы хотите вылить ваш
опыт. То есть или это будет у вас сценарная форма подачи материала, проектная форма подачи материала или традиционный план-конспект развернутый. Причем, как эксперт могу сказать, что и план-конспект писать достаточно сложно, потому что он требует развернутости каждого компонента и каждого элемента урока. Не просто написать «Здравствуйте, дети, хорошо, вы ответили». Чаще всего такое встречается до сих пор. Я вспоминаю, когда я работала в педколледже и готовила студентов к урокам, наши студенты тоже четко переписывали «Здравствуйте, дети, хорошо, спасибо за ответы». Сейчас это же встречается, извините, в конспектах взрослых опытных учителей. Мне, собственно, не нужны настолько, как вы в этом плане организуете коммуникацию в контексте слова. А вот написать, какие вы создаете эмоциональные условия и каким образом вы это делаете, для меня намного важнее. Поэтому вот эти комментарные формы в конспекте намного важны в оценке вашего урока. И, собственно, чаще всего и ждешь, что вы это напишете, но, к сожалению, это встречается крайне редко. И еще один элемент сейчас презентации, который может быть представлен в рамках аттестационных материалов, это презентация урока. Вы часто сейчас используете электронную форму презентации. Скажу так, что презентация как электронный документ требует очень многих четко технических выполненных элементов. Это и ссылки на иллюстративный материал, это ссылки на ресурсы, это анимация, динамика, логика выстраивания слайдов. И компетенция в презентации просматривается в полной мере. Хотите, вы можете урок показать через систему презентации, но сама презентация должна быть рассчитана на то, что вы ее публикуете в интернете, а интернет сейчас работает по федеральным законам, и все авторские права должны соблюдаться, значит, вы должны предусматривать систему поддержки авторского права. Да, то есть все публикуемые материалы либо ваши личные, где вы пишете эту презентацию, либо даете ссылку, либо вы пишете личная согласованность с тем человеком, кто, собственно, опубликовал материалы, вы должны указать на то, что материалы к использованию разрешены. Да, вот эти вещи надо в презентации всегда учитывать. То есть, что к чему я веду? Любая форма материалов возможна. То есть, все формы, которые я перечислила, они описаны как раз в статье, и их можно внимательно почитать. И я думаю, что со мной согласится Наталья Александровна, да, что статья полезна и есть смысл с ней обратиться. Кроме этой статьи, у этих авторов есть две замечательные книги, ориентированные на практический опыт. Помощь учителю в работе с ВГОС и различные материалы. То есть эти книги есть в КРИРО, и с ними можно ознакомиться, но в системе читального зала. Мы их можем тоже или приобрести. Да, через интернет, цена недорогая, и я думаю, что это вообще должно быть стать настольной книгой каждого учителя, независимо учителя музыки, ИЗО, русского или литературы. Согласна. И, собственно, что я рассматриваю с позиции этого урока, и мне бы хотелось с вами обсудить в этом контексте. Я организовала дискуссию, уже предупредила своих коллег, я организовала дискуссию по конспектам. Значит, эта дискуссия находится, сейчас я вам ее продемонстрирую, она находится в сообществе. Как вот интересно ее показать, Да, вот тут вот вопросы были, как написать. Вот дело в том, что если вы зарегистрированы в системе сообщества, вы являетесь активными участниками сообщества, войдя в него, у вас выходит строка в конце с комментариями, то есть такое окошко, где можно оставить комментарий. И я рекомендую комментарий написать в отдельном файле сначала. Где он здесь выходит этот комментарий? Здесь его нету, потому что я зашла сюда как незарегистрированный пользователь, и я не могу оставить комментарий в данной ситуации. То есть, опять же, вы можете оставлять комментарии только как зарегистрированные пользователи. А если подтверждение не приходит в регистрацию? В спаме очень много проблем, что это уходит в спам. Вы в папку спам не заглядываете, а подтверждение чаще всего бывает. Значит, еще раз надо посмотреть, еще раз попробовать зарегистрироваться в этой системе.
И еще один момент, на что мне хочется обратить в системе уроков, да, то, что сейчас говорила Светлана Анатольевна, и очень часто мне, как методисту КРИРО, приходится работать в рамках конкурсного движения, когда я просматриваю материалы уроков, материалы занятий и пытаюсь помочь в трансляции и публикации опыта вашего и ваших коллег. С чем я сталкиваюсь? Вот даже готовя к этому собранию, я сталкиваюсь с тем, что вы даже в элементарную форму презентации не можете вставить этот урок. То есть чаще всего вы свои материалы, бумажки, записочки выставляете как помощь ваша личная и абсолютно не думаете, что этот материал будет кто-то просматривать и кто-то прочитывать. И он не содержит вот этих комментарных форм для человека, который в первый раз видит ваши материалы. Он не содержит таких главных шапочных форм, где, когда проводился, с какими детьми, какая тема, в каких условиях проходил урок. Наверное, и предварительная подготовка, да, какая-то система разработки урока. То есть вот такой описательной части я не вижу. Но вот как раз в рамках аттестационных материалов это-то как раз и требуется. Потому что получается, что урок выдернут из контекста, и человек не специалист, он, допустим, не понимает, да, а каким образом вот этот урок вписан в систему урочную этих уроков. И когда я вот этого контекста не вижу, мое прочтение ваших материалов не несет никакой информационности, а тем более ваши разработческие методические компетенции здесь не проявляются. То есть нужно очень четко подходить к самой структуре подачи урока. То есть правильно соотносить шапку урока, да, то есть цели, задачи, классы. Это такая первичная информация. Значит, в любом документе, который вы отсылаете на конкурс, в портфолио, нужен титульный лист конспекта разработческого, понимаете? Без этого ну никак нельзя. Вторая сторона, где вы начинаете писать целеполагания, система целеполагания. Вы, пожалуйста, посмотрите насчет системы целеполагания, как вы структурите. Вы же чистой воды переписываете ФГОС. Там никакой предметной нет вещи. Не поставлено предметных четких целей, предметных четких задач, предметных четких результатов. Конкретно к вашей теме, к вашему уроку. Они все написаны в системе, извините, длительного процесса. Да? То есть тому, к чему нужно стремиться в течение серии уроков, а не привязаны к тому материалу, который, собственно, вы предлагаете. Вот тут-то вот изюминка, о которой я говорю с вами уже сейчас который год, говорю об этом, о том, что ваша задача, как опытных учителей, попробовать это все вложить и вставить и поделиться. Как у вас это получается? Как вы это делаете? Пусть это будет такой немножко, тяжелый для вас опыт, но это будет опыт вашего чего? Развития. Согласитесь с этим. Собственно, эксперт, который просматривает материалы, ему не важно, сколько вы уроков даете, и в каких количествах вы его даете, и в каких классах. Ему нужен, стремится ли учитель к собственному росту, к развитию, и это должно просматриваться именно в конспекте урока. И вот тут может быть очень много споров по отношению, как оформить этот конспект, чтобы эксперт разобрался. Вот к чему я вас призываю. Мы должны с вами определиться, какие составляющие могут быть представлены для конспекта урока, для аттестационного портфолио, чтобы у эксперта не возникали эти вопросы в пользу именно вашего опыта, в общем-то, вашей работы. Потому что они возникают постоянно на сегодняшний день. Знаете, вот я хотела ремарку такую сделать, да? На самом деле у нас разночтение даже есть. Что такое конспект? Вот вы сказали, развернутый конспект, да? Есть у нас сценарий урока. Мы уже с Юлией Александровной об этом говорили при подготовке вот даже к сегодняшнему совещанию. Вот я документы нашла, сценарий урока музыки. Это во многом напоминание того же конспекта развернутого. А я в этом соглашаюсь, да. Вот. То есть мы, наверное, должны, не знаю, это как предложение
может быть, разработать такие краткие рекомендации, что является конспектом, что туда должно входить, как он структурирован. Потому что литература абсолютно разная. Наталья Александровна, вот для чего я вас обращаюсь опять к статье Поташенко, где он очень четко последовательные формы рассматривает. Зачем мы должны писать еще очередные рекомендации? Понятно, ну значит мы это просто должны взять за основу, да, и у нас как раз другого плана рекомендации, что чтобы учителя и ММО школьные проработали для себя материал этой статьи. Да. И чтобы мы не говорили на разных языках, чтобы мы шли в едином понятийном поле, что есть конспект, что есть технологическая карта, что есть сценарий, что есть развернутый план конспект. И таким образом у нас не будет разночтений, о которых мы сегодня говорим. Значит, на себя каждый учитель должен просто взять за основу этот материал, познакомить его, если не знакома школа с этим материалом, методический отдел, и проработать его. Хотя бы в рамках ММО. Да. В рамках муниципального методического объединения, чтобы этот материал стал для вас, по крайней мере, таким настольным. И мне легче, потому что я, честно говоря, опираюсь на этот материал. Мне он дает очень много стимула для развития. Я могу увидеть в уроке и сценарную форму, и я вижу технологические карты, я вижу разницу в этих аспектах, когда я обращаюсь к материалу. Собственно, чего мне этого хочется? А если посмотреть на портфолио, да, то подтверждение конспектом идет там в 3 пунктах. Конспект идет. И в пункте во 2 есть поддержка занятия, и в пункте 3, в критерии 3 есть конспект урока представления как представление, и в пункте 4 как публикации, презентация опыта, там тоже идет варианты методических материалов в форме конспекта. Поэтому научиться делать один грамотный конспект и представлять его грамотно, это очень важно. Теперь еще важный момент по поводу конспекта. Пожалуйста, вот пункт 4, раздел 4, критерий 4, который очень болезненно воспринимается и нами, экспертами, и болезненно воспринимается учителями. Вот одна из вашей ступеней развития – это готовить себя к публикации опыта. Потому что конспект не публикация опыта. Конспект – это элемент разработки вашего урока. Это разработческая часть, которая относится к методической компетентности учителя. А публикация – это уже один из вариантов трансляции опыта, только он публичный и идет на определенный уровень. Это может быть учрежденческий уровень публикации на сайте школы, либо с печатью, с коротким тиражом печати вашего документа. Это может быть публикация в системе муниципалитета, это может быть через управление образования опубликован материал, и эта публикация может пойти на конкурс республиканского или муниципального уровня. Это ситуация. И третье, это может быть публикация опыта и республиканского, и всероссийского. То есть это разные вещи. Я к чему вас веду? Что нужно научиться смотреть на конспект как конспект, а к публикации относиться как к статье, которая описывает ваш опыт. Это разные вещи. Потому что, когда вы пишете методические разработки, в пункте 4 разработка учрежденческого уровня, вы пишете свои конспекты. Это разные вещи. Пожалуйста, подойдите к этому грамотно. И отсюда по критерию 4 всегда бывает самое минимальное количество баллов. К сожалению, связано с тем, что учитель до конца не понимает разницу между трансляцией и публикацией опыта. И разработкой. То есть есть разработка, есть трансляция, есть публикация. Пожалуйста, это разные вещи. Вот об этом, собственно, мне и хотелось сказать, и на что вас нацелить. Вы должны научиться различать, ведь на основе одного конспекта урока, на основе одного конспекта разработанного урока, я могу сделать хорошую, грамотную методическую разработку с комментариями, с подробными диагностическими картами, с подробным дидактическим материалом. И я могу этот материал подать как методическое пособие. На основе конспекта я могу сделать хорошую публикационную статью, которую я могу распространить на всех уровнях образования, начиная с учрежденческого и заканчивая республиканским, всероссийским. Но
Пожалуйста, вот те публикации, которые вы делаете на сайтах сообщества, в интернет-сообществах, без экспертной оценки учреждений, без экспертной оценки муниципалитета, они копейки не стоят. Открываешь и думаешь, а кто ж твой материал, дорогая, смотрел? Где такие вот, извините, бесполезные, бестолковые материалы, которые публикуете на уровне всероссийского, а вы даете это за всероссийскую публикацию? Любая всероссийская публикация проходит через экспертное сообщество. И она должна получить поддержку этого сообщества на выход в более высокий уровень. Об этом сейчас очень важно говорить, потому что те материалы, которые приходят и просматриваешь, находишься в состоянии, а что же опубликовать, а кому бы помочь? А ничего нету. Особенно нету практического опыта, который не прописывается в системе элементарного конспекта. То же самое, там есть контроль, разработка тестов и контрольных материалов. Это же тоже методические материалы. И они могут сопровождать систему вашего урока. Проверку знания уровня детей, проверку личностного уровня детей. Так ведь? Если они будут сопровождать ваш этот урок, это вот один конспект, который на одном конспекте, который можно сделать аттестационное портфолио. Вот о чем разговор. Опять же, в подтверждение слов Светланы Анатольевны, что можно на малом количестве документов сделать хороший, грамотный документ-портфолио. Ну, собственно, вот об этом я хотела говорить. Ну, на что бы мне хотелось нацелить в первую очередь, это, конечно, в плане разработки таких единых методических требований, да, на что я бы обращала внимание. Первое, обязательно титульный лист, как наличие должно быть, такое единообразное, пусть она по школьной форме. Методология урока. Титульный лист он предполагает как раз учебное заведение, разработчики конспекта И по возможности эксперты. И эксперты. Да, лицензирование. То есть даже урок может пройти лицензирование, если вы давали открытый урок, вы можете получить лицензию на этот урок. То есть это уже эксперт, внутренняя экспертиза, ваш урок проходит через внутреннюю экспертизу. То есть может быть краткое высказывание завуча, письменно написано, это уже экспертиза. Понимаете? То есть она дает шанс вам продолжить работу в дальнейшем. Затем методология урока. Что входит в ситуацию методологии урока? Это вот основа целеполагания, установка задач, целевые установки, цели, задачи, типы урока, это все входит в систему методологии. И реализация предметных, и метапредметных составляющих, и личностных. Такой вопрос. Определение технологии, оно обязательно, урок должен быть обязательно по определению технологии? Нет. Или нет? Нет. Я считаю, что это не совсем грамотно. Если вы хотите брать какую-то технологию, то обычно мы технологию берем в разработку собственного роста. Вот я, допустим, хочу каким-то образом развиться, я беру за основу какую-то технологию, допустим, технологию критического мышления. И я систему технологии критического мышления провожу через целую цепь уроков. Причем я могу написать конспект только одного урока или двух уроков в системе именно этой технологии. Тогда в конспекте я обязана ее указать и указать на то, что это один из элементов развития процесса, учебного процесса на уроке. То есть, если вы обратите внимание, да, то есть в системе анализа есть цель для учащегося, есть цель для развития учебного процесса и есть цель для собственного развития учителя. Никто этого для себя в конспектах разработческого характера не пишет и не указывает. А это должно быть. Особенно это касается аттестационных материалов и конкурсных материалов. Если вы не пишете это в обычном конспекте, то вы, естественно, об этом не будете писать и в других материалах. Поэтому, кстати, по разработке открытого урока, опять же, обращаюсь к поташнику, он эти вещи очень четко расписывает. Что есть цель для детей, что есть цель для развития учебного процесса, что есть цель для развития педагога. И в этом случае я указываю на технологию. Но в конспекте, технологической карте, в компонентах, этапах расписано, я должна увидеть эту технологию. Понимаете? Она должна работать. Это какая технология? Критического мышления, это дискуссионная технология, она у нас может быть на проблемных уроках.
Может быть, вы возьмете технологию метода проектов. Тогда вы и показываете уроки в технологии метода У проекта. нас сейчас это очень стало популярно, но не всегда то, что выдается за проект, является Проектом. Это еще один момент. Путаница огромная, поэтому здесь надо предостеречь, наверное, людей. Чтобы аккуратно... Критическое мышление. Можно, допустим, вы правильно сказали, сделать серию уроков и показать разнообразие приемов критического мышления, организации критического мышления. Да. А вот проектную технологию, конечно, ее нужно очень хорошо изучить. Если взять проектную, начните с реферата, проработайте теоретические рефераты по проектной технологии, вы поймете, насколько ваше видение проекта с точки зрения технологии отличается от того, что должно быть. И поэтому, конечно, когда я смотрю урок, и вы пишете проектные технологии, иногда вот прямо аж думаешь, ну как ты же ни капли не реализовал в системе проекта, а пишешь проектные технологии. То есть в портфолио все компоненты должны говорить о том, что во внеурочке это должно быть проявлено, в уроке это должно быть проявлено. Оно должно быть проявлено в системе личностного результата проектной технологии. Понимаете? Это комплексная технология. Она подходит под наши области музыки и звука. Она в самом деле подходит. Но надо ею уметь грамотно пользоваться. И если вы не понимаете эту технологию, поставьте себе задачу развить в себе метод проектной технологии. И серию уроков посвятить именно этой разработческой и такой развивающей задаче, как педагога. Тогда у вас в уроках будет решаться эта задача, понимаете? Это будет система вашего собственного роста и развития, профессионального развития. Поэтому вот тут обязательно, и это тогда должно прописываться, Наталья Александровна, где? В методологии урока. Да. Еще один момент. Очень многие сейчас вот в связи с тем, что вот ФГОС вводится и в портфолио начинают вот, извините, вот подписывать всякие там вот эти технологии в конспект урока. Сама же эта технология только декларируется, но не представляется. Дайте нормальный, хороший конспект. Традиционный. Дайте хороший, покажите, что вы компетентности в написании хорошего традиционного конспекта урока с современными требованиями. И не надо вписывать те технологии, которые вы не знаете. Которых там нет. Я просмотрела те конспекты, которые выложены, да, не написала отзыв, к сожалению. Но не увидела самого главного – методологии. Определение хотя бы метода и приемов работы. Нет. Я подумала, может, я как-то отстала. Все-таки методы никто не отменял как способ. Традиционную дидактику никто не отменял. Поэтому да, и как методы педагогики искусства, у вас наверняка есть эти методы, у нас они тоже разработаны, систематизированы, их можно вполне включать, но почему-то вот их нет. Как-то мы боимся этого. Или мы просто дидактически используем единицы, там, наглядные, зрительные, словесные и так практически все. Хотя этих методов по традиционной педагогике в ходе, как реализованы эти методы, это тоже ведь можно написать. Вот он-то и дело. Я к чему говорю. Давайте вернемся хотя бы к классической дидактике. Да, вот об этом идет речь. И самое главное, что это будет на самом деле хорошая отметка урока, если вы в рамках обычной классической дидактики не особо заморачиваетесь на современные педагогические технологии, если вы их не разрабатываете, не занимаетесь самообразованием в рамках этой технологии, то не пишите вы о ней, ради бога. Пишите о том, что вы правильно и грамотно используете классическую дидактику. Да. Допустим, метод проблемной ситуации, пусть это будет проблема, действительно, не просто вопрос, или вопрос проблемный, да, и так далее. Кстати, насчет проблемы. Большое затруднение именно в уроках и в тех, которых я опубликовала в том числе, формулирование проблемного вопроса, понимаете? То есть вопрос проблемы не содержит. Это очень сложно. Вот. Это очень сложная задача. Вы можете, собственно, поставить себе цепь уроков, выстроить в системе, как можно формулировать проблему на уроках. И на каждом уроке этот компонент отрабатывать. В результате у вас получится такой замечательный опыт постановки проблемных задач. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, как бы элемент развития. Поэтому давайте согласимся с тем, что вот мы Наталья Александровна сейчас вот обсуждаем. Да, еще вот такой существует постулат у нас сейчас, что мы не можем сообщить сразу ученику тему урока.
И это тоже не факт. Это тоже не факт, да, и у нас вот начинается сразу проблема, где мы даже порой начинаем о теме говорить уже в конце. Это система ФГОС, но отдельных разработческих уроков это линия, которую может сделать учитель в системе самой урок. Это один из элементов, опять же, вашего развития. Если у вас появится вдруг такой урок, где тема возникнет в конце урока, это замечательно, вы, значит, для себя нашли этот ход, этот конек, который, возможно, вот это с детьми выявить эту тему. Я почему вот этот вопрос задаю? Потому что у многих учителей начинается страх. А я не могу сделать так, как я делала раньше. Нет, вы можете это сделать. Вполне. Никто вам этого не закрывает. Да. То есть вы не должны бояться публиковать хорошие методические материалы, но грамотно представленные, понимаете? Мы не видим сейчас ни технологий, ни наработок, ни интересных методов, ни интересных приемов, даже традиционной практики, понимаете? То есть получается, что вы начинаете гнаться за неизвестным, да. Там не получается, и абсолютно теряете то, что наработано вами в системе опыта. Это еще может быть потому, что когда даешь открытые уроки, тоже требует с тебя. Для этого существует аннотация урока, о которой я сегодня вам сказала. То есть вы должны четко понимать, перед тем, когда вы транслируете опыт в системе открытого урока, вы должны обозначить, какие субъекты присутствуют у вас в уроке, что это за дети, почему вы именно за этими детьми организовываете такой вход работы. Поймите, пожалуйста, дети разные, сильные классы, не слабые классы. Мы должны определять оптимальные условия получения того знания, которое заявлено в рамках получения. Знаете, вот я, конечно, хотела обратиться вот к книге, которая 2006 года, да, у Марка Поташника написана, но здесь вот как раз все вот эти моменты, о которых мы сейчас говорим, они есть. Вот эта аннотация к уроку, анализ класса, какой класс, то есть это даже перед открытым уроком нужно делать. Вот все компоненты, как подготовить открытый урок. Я только что говорила об этом. Да. Но это есть новый, да, сейчас уже подходит по ФГОС, вот, который можно заказать, и, конечно же, с ним постоянно. Ну вот, все-таки я хочу закончить, собственно, сама структурная часть, вот то, что я как вот просматриваю ваши конспекты должна видеть, я еще раз напомню. Титульный лист обязательно. А методология урока обязательно. Аннотация субъектов урока обязательно должна быть. Ход урока. Вот здесь в ходе урока тоже есть свои компоненты. Когда мы готовили урок с Аленой Александровной, я ей эти вещи проговаривала. Потому что если вы эти вещи предполагаете, вы о них думаете, в конспекте вы их можете не писать, если вы идете на свой урок. Но если вы готовите материал под просмотр чужого эксперта, эксперт ваших детей вашего урока не видит. Поэтому нужно это обязательно прописать в системе вашего материала. На что вы опираетесь, какой дидактический материал вы используете, пожалуйста, покажите пример этого дидактического материала. Или дайте ссылку на этот материал, или ссылку на приложение, то есть приложите этот конспект. Вот знаете, я бы хотела, когда мы работаем со студентами, я, например, как руководитель практики, как преподаватель методики, я требую от них, даже когда они пишут фрагмент прослушивания музыки, вы обозначили на методологии метод такой-то. Как он в ходе урока у вас сработал, напишите в скобочках. Используя метод забегания вперед, возвращения к пройденному, учитель делает то-то, то-то, то-то. Да? То есть, потому что вот будет ваш конспект смотреть не специалист, он должен понимать, да, он должен понимать, что вот она, вот здесь вот все нитки срабатывают или состыкуются все вместе. Да? Потому что здесь идет как раз то, что говорится, называется режиссура урока. Это идет режиссура урока. То есть режиссура урока я должна увидеть, как вы режиссируете, как вы организуете деятельность, какие подходы вы ищете для организации той деятельности. А если я этого в конспекте не вижу, то, извините, для меня конспект просто пустой материал, просто бумажка. Да. На понятно, никаких-то догадок, о которых я не вижу. А тем более я не вижу опыт личности. Тем более я не вижу опыт личности. Вот очень важно. Поэтому в ходе урока обязательно кратко структурные этапы, какие-то компоненты, какие-то дискуссии, какие-то методы и примеры, возможные предположительные примеры могут быть прописаны. Поэтому задания, ресурсы,
А вот форма, которую, собственно, использовала Алена Александровна, не знаю, Алена Александровна, это в рамках вуза, я вам давала такую форму 3 столбцов, да, вот технологической карты, потому что для меня очень важно, потому что в первом я просто указываю этап, во втором я указываю основные структурные компоненты, а в третьем ресурсы, да, где, собственно, в параллели все видно, что я использую в этой системе. Я сегодня у Алены Александровны опубликовала урок, собственно, можно посмотреть. Вот эти этапы, они связаны с чем? Этап — это просто структура, с планом, с традиционным планом. План, где вы определяете минуты, потраченные на ваш этап. У вас же есть план, где вы время распределяете? Да, у нас Его можно вынести отдельно, чтобы он был. Мы привыкли писать этот план, исходя из музыкального репертуара, понимаете, и разделов, и видов деятельности. Мы так привыкли писать, поэтому нам сейчас вот очень сложно переделать все, найти вот эти вот, ну, тоже опять же, смотрите, я могу вам так сказать, если я... Да. Или это исходить, вот эти этапы очень важны для меня, вот сейчас принципиально тоже. Что там прописано? Смотрите, я не хочу влезать в предметную составляющую музыки, возможно, что она должна быть структурирована так, как вы привыкли. Вот опять же такой вопрос. Вот вы так привыкли, но вы почему-то стали себя ломать. Да, мы сломались. Вы начали себя ломать, непонятно почему. Я не ломала, я пыталась подстроить свой урок, потому что они предлагают, да. Оно не получается. Да? У нас есть книга замечательная, пусть она не такая новая, да, 2007 год, Затямина Татьяна Анатольевна. Она здесь предлагает совершенно разные уроки. И в форме сонатного аллегро. Да, то есть вот тогда этапы будут связаны с как раз этапами. Так я о чем и говорю, что этапы-то не должны быть традиционно одинаковые. Вот этого идет в разработку. Вот план, когда вы первичный план составляете, он как раз исходит из деятельности, которую вы собираетесь включать. И он зависит от типа урока. Конечно. И тогда у вас всего может быть 3 компонента структурного плана. Но внутри одного этапа у вас будут подпланы, понимаете? Да. И они будут развернуты у вас более-менее. То есть какое количество вы там сделаете, вы знаете, мне все равно, какой будет. Но я должна образ увидеть, я должна логику от цели до результата увидеть в уроке. Вот что важно для меня. И как вы опишете? Мы просто ищем формы, которые облегчают, собственно, систему. И почему проблема-то возникает? Когда вы план этот не делаете поминутный, вы начинаете включать методы и приемы, а они не работают, потому что времени недостаточно для этого приема и метода. Согласитесь? Вот вы взяли там беседу и пишете, и я читаю вашу беседу, беседа минут на 7-8, а по плану на нее 3 минуты. Есть соответствие? Нет, конечно, соответствия. То есть вы не можете за 3 минуты выдать тот результат, который вы прописываете в ходе урока. То есть, если у вас есть в плане 5 минут, пожалуйста, выстроите свою беседу в рамках этих 5 минут. Если идет какое-то объяснение, то выстроите, будьте добры, по плану. У вас там 7 минут, в рамках 7 минут. Понимаете? Для этого нужен. Он, конечно, важен больше для начинающего учителя. Но на сегодняшний день мне хочется вернуть к этому плану и уже опытного педагога. Я вот очень рада, что вы сегодня об этом говорите, потому что вот в последнее время, как вот с введением ГОСов и все, очень много говорят именно о технологической карте. Даже вот сегодня наш преподаватель пошла на учитель года, русский язык и литература, и она всю ночь, вот, говорит, вот вчера до 7 вечера сидела в школе, сегодня всю ночь просидела, потому что она работала вот над этой технологической картой. То есть вот на нее очень много внимания обращают, и это сбивает с толку. Честно, чтение. Потому что это лишнее. Вот поэтому нужно приобрести книжку, пойти к своему методическому отделу, показать ее и сказать нам в Институте повышения квалификации дали рекомендацию. Стоп, это подает рекомендацию РМО. РМО. Хорошо. РМО. Это экспертное сообщество. Ситуация, то, что мы сейчас с вами рассматриваем, многие коллеги могут со мной не согласиться, с чем связано. Потому что они не живут в области предметной составляющей изобразительного искусства и музыки. Поймите, пожалуйста, наши уроки, они имеют разницу между какими-то другими уроками. И мы в наши уроки можем составить в системе образа.
Эти мы всегда должны быть главными и ставить первую задачу образ урока. Тогда у вас пойдет тот конспект, ту рекомендацию, которую вы пишете. И, как ни парадоксально, ГЛОС будет реализован. И в аннотации обязательно это уточнить нужно. А вот аннотация для вас сейчас нужна в первую очередь. Да. Аннотация. Ее-то как раз никто не пишет. Да, ничего не забывается. И у Макса Поташника столько позитивных этих компонентов говорится. Мне просто обидно, что мы потеряли свою предметную составляющую. Вот в чем дело. И самое интересное, что конкурсный-то урок, конкурсный урок, вот тот же конкурс «Учитель года», республиканский, муниципальный. Чем выигрывает учитель? Режиссурой, умение логически выстроить от цели до результата, понимаете? Интересным методом обучения, включения в процесс ребенка в систему включения в учебную деятельность. А это всегда возможно в любом уроке, в типичном уроке. Очень хорошая дискуссия у нас получилась, коллеги. Да? Я думаю, что... По поводу времени я еще хотела сказать, да? Вот тот же Марк Поташник, он говорит о том, что обязательно нужно прописывать время даже в цели. Вот потому что я на 18-й минуте закрепляю такое-то понятие. Вот. С этого началась, вообще начинается вся работа над конспектом. И вот хочу резюмировать свое, в общем-то, выступление таким образом. Мне очень хочется, чтобы мы вернулись к грамотному конспекту, чтобы наши учителя начали проявлять именно компетентность, методическую и предметную компетентность именно в рамках написания традиционного конспекта урока. То есть, чтобы мы могли видеть, мы могли поделиться и могли высказать свое мнение по отношению к какому-то компоненту или, может быть, предложить тому учителю, у которого что-то не получается, да, какой-то ход и реализация хода этого решения. Я думаю, со мной согласятся те, кто нас сейчас слушает. Да. К сожалению, мы не видим, сколько участников сегодняшнего нашего собрания, можем увидеть только потом. Но у нас еще 2 выступления, а дискуссия идет достаточно такая... Тут как бы свернуть какие-то моменты уже. Я так думаю, что тот вопрос, который готовила Наталья Александровна, который связан с анализом, он просто резюмирует. Я скажу так, резюмирует то, что говорила я. Да, вы можете это выложить как-то, да? Я готова выложить, если вы согласны с Да, этим. мы согласны с этим, да. Ну, здесь кое-какие... Просто, Наталья Александровна, несколько слов скажите про самоанализ, который, собственно, идет. Ну, Сюда поближе, чтобы удобнее было слушать вас. я сразу скажу, откуда взят этот самоанализ. Да? Это опыт работы, и достаточно много литературы было проанализировано, и современной литературы в том числе. И самоанализ у нас этот уже опробирован на наших студентах, на будущих учителях музыки. И я думаю, что вполне он понятен будет и учителям музыки. Я немного так в целом скажу о блоках, которые включены в алгоритм самоанализа. Это первое, что должен сделать учитель после проведенного урока. Он должен прокомментировать, какова тема четверти, какова тема урока и как происходит реализация темы урока в контексте всей четверти и на данном уроке. Также, кроме того, после этого необходимо обратиться к особенностям классного коллектива. Какая группа людей, какие ученики сидели, и как был учтен полувозрастные особенности, индивидуальные особенности и вообще познавательная активность класса. Потому что классы у нас разные, сейчас особенно. Вот, а у нас уже на уроке музыки совершенно бывают разные классы. Одни классы хорошо поют, другие классы прекрасно воспринимают музыку. И учитель знает это и в соответствии с этим разрабатывает урок. Затем, как уже сказала Наталья Геннадьевна, разрабатываются и характеризуются, каковы цели как раз для ученика были поставлены, какова цель по развитию процесса обучения, какова цель развития самого учителя в данном уроке. Также определяются задачи урока. И я бы хотела сделать акцент на том, что сейчас все-таки мы не отменяем ни образовательные, ни воспитательные, ни развивающие задачи. Если Наталья
Геннадьевна согласится, да, вот этот разработанный материал, он знаком нашим учителям музыки, потому что на курсах повышения я его показывала, демонстрировала. Он разработан на основе тоже научной литературы и адаптирован именно на урок музыки. Его можно выложить будет и познакомить, да, учителей музыки. Потому что когда я работала тоже с материалами, я увидела, что задачи урока поставлены очень обобщенно, как раз эмоционально-смысловые связи. Как можно это проверить? Это никак не проверишь. Если воспитание, то воспитание интереса к музыке, к классической музыке, к народной. Если развитие, да, то это развитие способностей, развитие конкретных навыков исполнительской деятельности. Если это образовательная задача, значит, это область как раз знаниевая, да, в первую очередь. Какие понятия закрепляются, и самое главное, понятийная составляющая темы урока. Затем также мы говорим о том, что направленность определяем урока на реализацию личностных результатов, что очень важно и прописано в ФГОС. Также мы говорим о том, насколько имела возможность в уроке реализация метапредметных результатов. Определен тип урока, как реализован тип урока, какие особенности реализации типа урока. Также в самоанализе учитель должен осветить, насколько выбраны оптимальные формы взаимодействия учащихся, либо это фронтальная, групповая, коллективная или индивидуальная форма. Почему? И очень важно, если мы берем урок музыки, то определить этапы художественно-педагогической драматургии. Так как у нас урок – это художественно-педагогическое действие, где учитель выступает и в качестве актера, и сценариста, и режиссера, и исполнителя, а учащиеся – это и зрители, и те же самые исполнители, мы должны продумать этапы. И этапы всем знакомы. Это этап завязка урока, этап развития урока, кульминация, эмоционально-смысловая кульминация. И как раз последний этап – это уже подведение итогов. Что да? Бывает в художественном музыкальном произведении в обязательном тоже, порядке. Да, и что бывает и в любом спектакле, и в художественном произведении литературном. Поэтому вот здесь как раз учитель должен прокомментировать, как музыкальный материал влияет на определение этих этапов, да, где кульминационная точка, где точка развития всего лишь. Так, затем также учитель должен прокомментировать оптимальность выбора технологии, если он выбрал эту технологию, да, но делаем опять ремарку, что не обязательно должна быть какая-то технология, да, давайте начнем с хорошего конспекта, где определены обязательно методы, приемы и сам музыкальный репертуар и форма общения детей. Это те же самые виды музыкальной деятельности. И чем больше этих видов музыкальной деятельности, что у нас не только слушание, пение, а должна быть и игра на музыкальных инструментах, и музыкально-ритмическая деятельность, что зачастую даже в младших классах мы не включаем порой. И дальше определяется качество, он сам производит, учитель музыки, анализ вокально-хоровой организации, инструментального исполнения репертуара урока, насколько он хорошо сыграл, насколько он хорошо спел материал, и определяет творческий подход, собственный в подготовке и проведении урока. Его именно ноу-хау, в чем его творческость, и почему его урок можно назвать вот именно педагогическим творчеством, да, единичным. Так, оценка также производится компетенцией в организации коммуникации учителя. Да, сложная такая оценка. Здесь педагогический стиль, соблюдение норм педагогической этики, обращение к учащимся. Даже начнем с того, что мы по именам их порой не называем, да? Уже видим коллектив. А говоря о субъектах, мы должны помнить о том, что перед нами сидят конкретные люди. И, конечно же, условия организации активности детей на уроке, да, то есть это познавательная активность, задают ли учащиеся вопросы учителю, как они отвечают, как они и рефлексируют даже, да, в индивидуальной работе, во фронтальной или групповой. И также мы говорим о том, что учитель должен определить презентацию средств обучения, подготовленных и использованных на уроке. И я вот хотела бы сказать, сегодня я увидела шикарный урок музыки в гимназии номер 1 Рожковской Натальи Николаевны.
урок был проведен без всяких каких-либо презентаций. Да? У нас сейчас повально, мы не можем проводить уроки без презентаций порой. Почему-то. Да? И вот, но дети играли целый урок на свирели. Играли 9-ю симфонию Бетховена, играли 2-й концерт Чайковского. И вот она деятельность. Да? Порой и не нужна эта презентация, и не надо на этом зацикливаться. Но если у вас это необходимость, делаем и оцениваем. Также мы говорим о том, что при самоанализе учитель рефлексирует и обязательно должен определить положительные, отрицательные моменты урока. Это очень важно. И начинать нужно с положительного обязательно. Если учитель садится и начинает говорить: у меня ничего не получилось, у меня урок не удался, я вот хотел сделать, настраивайте себя. Уже те, кто сидят вас слушает, они к вам уже настроены негативно, да? В первую очередь положительные моменты в уроке, которые есть обязательно, да, в порядке. И, конечно же, качественная характеристика урока, которая дается учителям в конце, насколько он удовлетворен уроком, а он должен быть удовлетворенным для того, чтобы и насколько может быть не удовлетворен, и какие точки роста дальнейшего он для себя определяет. Кстати, как раз неудовлетворенность должна определяться в точках роста и развития. Да, да. Поэтому вот я думаю, что вот такой мы самоанализ можем представить на обсуждение. Да, я ждала просто у автора разрешения, собственно, я его опубликую, материалы самоанализа. Да. И статью, о которой говорила Наталья Александровна, она написана Уточкиной и Александровной Еленой Юрьевной, где прописывается, как можно сформулировать цели сдачи. Кстати, этот материал может быть полезен и учителям изобразительного искусства, формулирования задач. Я просто подчеркну в том, что мы на сегодня ушли от, собственно, вот наших вот таких предметных составляющих. Нам хочется, чтобы наши уроки, они вернулись в стезю уроков искусства. Да. И давайте начнем с того, что мы начнем грамотно, собственно, себя позиционировать в рамках традиционного урока, а уже потом будем вводить яркие ФГОСовские инновации, связанные с технологиями, связанные с каким-то развитием учителя и так далее. Это будет видно вам сразу, когда вы почувствуете, что вы научились и определили для себя позицию обычных традиционных представлений, в данном случае представлений в форме конспекта, представлений в форме презентации, представлений в форме сценария, представление в форме проекта и так далее, с выходом на публикацию, да, с выходом на какой-то Ну и самое главное, да, вы правильно говорите о том, что я сейчас, к сожалению, могу констатировать, что у нас порой даже в уроках пропала вот эта предметная составляющая, вокально-хоровые навыки не прописаны. А над чем мы работаем? Над интонацией или мы работаем? Над ансамблем, как будто учителя вообще забыли об этих понятиях как таковых. То есть и у вас наверняка такие же моменты есть, какие навыки формируются, какие умения. Мы никуда не уходим от этого в деятельности. Мы не должны забывать о том, что самую яркую мотивационную составляющую на уроках искусства, особенно касается уроков музыки и уроков изобразительного искусства, показание о том, как поет и как играет учитель на инструменте, а в нашем случае, как он умеет рисовать. И может ли он за короткий момент нарисовать то, что он хочет, чему он хочет обучить детей. И это является самым ярким и самым важным составляющим наших уроков. И, конечно, показатель, насколько дети исполняют произведения, да, то, которое необходимо в программе и так далее. То есть, собственно, у нас есть еще одно выступление, но я вот смотрю по времени, готова ли Алена Александровна поделиться учителями, собственно, уроком, потому что материал она подготовила, может быть, очень кратенько по материалу своего. Если есть необходимость, да, я думаю, что есть необходимость, поэтому я думаю, что необходимость есть всегда, и я думаю, что есть смысл как бы показать урок. Пожалуйста, Лена. Здравствуйте всем, добрый вечер. Во-первых, я хотела сказать, что каждый учитель, который работает в школе, он всегда, особенно когда он достаточно длительное время работает, он всегда обладает огромнейшей просто базой данных, практических наработок. И часто такое происходит, что учителя, которые обладают, ну, скажем, старым взглядом на образование, я, кстати, сама тоже из таких, хотя работаю вроде не так давно, вот, потому что прошла стандартную классическую школу педагогики. Вот. Очень бывает иногда тяжело перейти на новые рельсы ФГОС. Но
мы находимся все в такой ситуации, что у нас дети, это не те дети, которые были тогда, когда мы были молодыми, скажем так. Вот. Сейчас перед детьми огромное пространство интернета, и они приучены самостоятельно добывать информацию. Не всегда, конечно, она идет им на пользу, но тем не менее. Вот. И поэтому мы поставлены в такие условия, что хочешь не хочешь, но чтобы дети были заинтересованы на уроках искусства, в частности на уроках изобразительного искусства, приемы и методы работы этого самого ФГОСа, их нужно применять для того, чтобы урок проходил полезно, активно, да, чтобы дети работали, потому что они привыкли сами добывать информацию, ту, которая им интересна. А если в качестве добытчика информации будет один только учитель, который навязывает, капает, навязывает и капает, восприниматься это будет как навязывание и капание. А если мы будем создавать условия, ну, что, собственно, о чем мы говорим, если мы будем создавать условия, в которых ученик может познакомиться с чем-то для себя новым, как бы совершенно случайно его заинтересовать, вот, и совершенно случайно он для себя совершит открытие, совершенно случайно вдруг даже хорошую оценку получит. Вот так. Ну вот я вас хочу познакомить со своей наработкой, которая по теме портрет идет, первая тема портрета, и буквально очень быстро хочу пролистать эту презентацию. Наталья Геннадьевна выложила конспект, да, выложила конспект. Сразу скажу, что я уже достаточно отвыкла, честно говоря, работать в конспектах, потому что специфика нашего предмета ИЗО в том, что очень много должно быть наглядности, и бумажной наглядности вы сами знаете, какие они бывают со временем, да. Вот, поэтому часто вот эта вот система электронного вот этого всех презентаций, она все очень выручает, потому что можно очень оперативно сменить изображение, показать, объяснить. Но, конечно, это ничего ни в коем случае не отменяет самого педагогического показа. То есть учитель ИЗО прежде всего должен быть, конечно же, художником. Ну, итак, давайте посмотрим презентацию. Буквально быстро. Сейчас я... Нет, к сожалению, пока что еще вот разрешение оставлять желать лучшего. Это связано с камерой? Не знаю, это, скорее всего, просто перегруз системы. Ну, тогда просто комментарий, Давайте, да, просто комментарий. Все, у меня вот, например, не настроилось. Давайте просто тогда комментарий. Во-первых, конечно же, первое – это выход на тему. Выход на тему здесь вот я реализовала через повторение видов жанров. Вот, то есть не то, что я вот сказала, у нас сегодня тема такая-то. Опять выход на тему через то, как структурировать можно сам класс, я задавала вопрос ученикам, и они поняли, что класс, один и тот же классный коллектив можно разбить по разным критериям. Вроде одни и те же ребята, но разные критерии. И тут провели такую параллель, что ИЗО, изобразительное искусство, оно одно, но можно его посмотреть на него с разных точек зрения, виды, жанры. И вот рассматривали, что есть, разумеется, закрепляли, что есть виды, что есть жанры. Так, к сожалению, вот вижу, что не очень хорошо отображается. Ну вот вроде все хорошо пошло. Так, виды, жанры. Вот вы видите сейчас, наверное, что мы с детьми называется, что изображается, и они сами уже называют какое-то вид искусства. Это все отработано на практике, и я говорю, что дети это называют. Это как раз идет включение в деятельность, что это не учитель навязывает, а это идет уже включение в урок. И затем, вот простым нажатием, скажем, как на кнопку на клавишу, вот перед вами сейчас изображение, что это. Это вот идет, собственно, выход на тему. Ребята сразу же, конечно, определяют, что это, какой вид, что тут представлены портреты, все это называется. Затем представляются вопросы, на которые последовательно дети отвечают. И через эту систему последовательно поставленных вопросов как раз осуществляется выход на тему. И это делают дети самостоятельно. Я в этом, скажем, участвую только так, скажем так, я стою сбоку и направляю. А дети уже самостоятельно. Причем я слежу за тем, что дети на самом деле, если и отвечают не все, но задействованы почти весь класс, что не всегда бывает, даже почти никогда не бывает, если учитель просто объявляет тему урока. Итак,
объявление темы урока, точнее дети ее сами назвали. И затем дети самостоятельно опять выводят цель и задачи урока. Каким образом производится? Это просто задает вопрос. Если такова тема урока, назовите цель. Вот. Если возникают затруднения, опять наводящая система наводящих вопросов. Это я вам сейчас показываю рабочую презентацию, в которой уже отработано. Вы видите, что при помощи картинок дети сами догадываются о том, что в данном случае какое определение можно дать жанру портрет. Так, и дальше уже идет систематизация портретов. Вы видите, что все эти сведения, которые вы сейчас видите на экране, они все известны каждому учителю, все они нам известны. Но особенность подачи информации в том, что не учитель рассказывает, что портрет бывает такой-то, такой-то, такой-то. Это можно применить к абсолютно любой теме. Особенность в том, что дети сами открывают для себя информацию путем того, что я предоставляю соответствующий материал. Какой-то материал, который требует дополнительной помощи учителя, конечно же, я эту помощь осуществляю. В данном случае последний – это камерный и парадный портрет. Они ознакомятся с этими понятиями уже из учебника. Так, к сожалению, вижу, что зависло изображение. Угу. И затем, вот как раз вы видите сейчас черный экран. Это не помехи связи. Дело в том, что современный урок ФГОС, он подразумевает то, что должны быть обязательно здоровье сберегающие технологии. И вот как раз вы могли увидеть, что был как раз этот темный экран. Не всегда, не на всех проекторах, к сожалению, бывает такое, что можно его установить, этот черный экран. Но просто при помощи того, что учитель сам вставляет в презентацию вот это вот просто черное поле, вы можете создать вот условия для одного из элементов здоровья сберегающих технологий, которые можно включить в свой урок ФГОС. Вот. И затем вот ребята уже самостоятельно каждый из этих 4 критериев выводят. Собственно, на самом уроке я сейчас останавливаться не буду, потому что вы уже все устали слушать достаточно длительное время это все. И суть хочу сказать в том, что вы сейчас видели серию наглядных изображений, по которым дети самостоятельно вывели достаточно такую объемную систематизацию портрета, которую, если бы я ее и любой другой учитель объясняли современным детям, ну, в лучшем случае какие-нибудь литературные классы бы хорошо, внимательно послушали. Но сейчас современные дети воспитаны на интернетах, извините за такой неологизм, да, воспитаны на самостоятельном восприятии информации, они бы просто пропустили это мимо ушей, мы бы потеряли просто класс на этом уроке. И вот затем идет реализация уже задания по группам, причем это отработано, что это на самом деле. Вот на данном уроке это работает, что не нужно создавать большие группы, просто ребята выбирают из предложенных репродукций те, которые будут соответствовать определенным критериям. Вот вы можете посмотреть вот, пример заданий по вариантам. Это уже самостоятельная индивидуальная работа. Вот, пожалуйста, ребята просто уже по предложенным критериям отвечают и затем получают, в итоге вернемся обратно сейчас, получают вот заполненную такую форму, и которую потом очень легко проверить. Причем, если у учителя вы видите, что у вас осталось время, можно организовать самопроверку, самоконтроль или взаимопроверку, что тоже соответствует современным требованиям ФГОСа. Так, вот я сейчас вам показала пример того, как работает ФГОС на уроке, в частности на уроке изобразительного искусства. Скажу, что это на самом деле работает. Я живой человек, и я понимаю, что на организацию урока ФГОС это нужно время все-таки, потому что основная работа учителя на 70% это подводные камни, да, все это вот не видно это все сразу.
но урок ФГОС нужно тоже особенно продумывать, и поэтому я имею опыт и подготовки урока ФГОС, и подготовки урока стандартного. И надо сказать, что урок ФГОС работает намного более эффективно, потому что на самом деле идет включение детей именно в деятельность урока. И результат таких уроков намного лучше, потому что и такой урок, вот, который я сейчас вам продемонстрировала, я проводила и в стандартной системе урока, и в системе ФГОС, которую вы сейчас видели. И на самом деле это работает, на самом деле это намного более эффективно по сравнению с стандартной системой, когда учитель единственный лектор и основной источник информации. Да, основной транслятор информации. Ну, собственно, если какие-то вопросы, дополнения ко мне, ну, я думаю, что мы здесь выявили систему, что все-таки урок ФГОС – это организация именно учебной деятельности, создание условий для самообразования только в рамках урока. То есть, в принципе, если эти компоненты будут встречаться в ваших конспектах, то элементы ФГОСа потихоньку начинаете что? Реализовывать и внедрять. Не стремитесь, чтобы это все было в идеале. То есть идеального никогда не бывает. Надо потихонечку, постепенно перейти к этой системе и понять, что это нужно, что это очень важно. Ну и, собственно, наверное, мы будем сейчас заканчивать наше собрание. И сейчас я должна просто подвести некие итоги. Во-первых, по поводу нашего с вами обсуждения. Да, вот в рамках сообщества есть ссылка, дискуссия. Вот сейчас эту ссылку вы видите, наблюдаете. То есть в нее можно войти и участвовать в комментариях и того обсуждения, потому что мы сейчас обратной связи, собственно, не слышим. А уже в рамках этого комментария обратная связь может прозвучать. То есть вы можете написать свои комментарии и по тем урокам, которые мы опубликовали. Мы ждем ваши замечания, мы ждем ваши предложения, мы ждем ваши, собственно, какие-то варианты. Возможно, кто-то захочет опубликовать свой урок. Пожалуйста, мы будем этому рады, потому что мы готовы будем к экспертной оценке нашего сообщества. Второе, что я еще хотела сказать в рамках собрания. То есть, кроме того, что мы организуем вот это обсуждение, у нас, естественно, у нас идет собрание, и у нас должны быть некие протокольные вещи, и я должна предупредить, что на следующий мы должны готовить уже следующее собрание. В данной ситуации у нас заявлено на апрель месяц тема собрания. Пожалуйста, примите это к сведению. Я жду от вас подготовки выступлений и возможных как бы предложений о вопросе формирования единого республиканского конкурсного пространства детей и педагогов. Связано это с чем? Что в области искусства, музыки нам попадает масса конкурсов, и нам нужно определиться с единой логикой выстраивания, чтобы мы могли в них принимать участие, и они явились для нас именно подтверждением ваших уровневых систем работы и с ребенком, со школьником, и с, собственно, своей профессиональной компетенцией. И мы должны с вами, в общем-то, этот вопрос обсудить. Это задание на собрание на апрель месяц. Все материалы, которые сегодня прозвучали, они идут в публикацию. Наталья Александровна, обязательно опубликуйте материалы, которые вы там принесли. Вот такое предложение вот в апреле месяце, Юлия Александровна, как-то вот мы можем расширить, чтобы учителя музыки города там внизу присутствовали? Здесь могут присутствовать любые люди, да, кто может. Да? Да, конечно. Это открытое собрание. Можно так, чтобы во второй половине. А у нас, сейчас я не могу сказать насчет, когда будет срок, поэтому... Может быть, на каникулярное время, да, как раз? Каникулярное март. Вот, каникулярное либо в начале апреля, либо в конце марта. Конечно, март был бы удобен для, собственно, потому что у вас каникулярное время. И вам, может быть, я подумаю, что давайте перенесем на каникулы. Тогда сразу заранее скажите. Потому что я хочу уезжать, или раньше, или позже. Ситуация какая? Я не могу переносить. У нас в рамках РМО заявлено 4 собрания. В начале года, вот февраль, первое наше, мы уже обсудили. Эта тема не закрыта.
эта тема в течение года нами должна еще обсуждаться и рассматриваться. Мы должны будем подвести итоги по обсуждению сегодняшнего наших результатов, вывести некие предложения в рамках протокола, и вы должны как-то отметиться электронным сообщением или комментариями в рамках этих дискуссий. Пожалуйста, принимайте участие. Очень жду ваших комментариев. Каждый день захожу и не вижу ничего. Очень обидно, что такая работа, она не видна, по крайней мере, я не вижу обратной связи. Вот. И я жду предложения по темам 3 и 4 собрания, потому что в данной ситуации нам есть смысл обсуждать наболевшие проблемы, да, которые, и я жду, что у вас они есть. Вы почему-то их просто не позиционируете, не называете. Но я думаю, что эта проблема должна все-таки прозвучать, и мы ее поднимем, мы с ней ее будем обсуждать. Это в рамках планирования нашей работы. Сейчас я подготовила вопросы решения собрания, которые я доработаю в течение 10 дней, скажем так. Я буду ждать от вас предложений. И решение собраний я постараюсь за течение 10 дней, собственно, вот все эти материалы в решение вынести. Первое, принять к сведению информации Светланы Анатольевны Нырковой. Это то, что связано было с аттестацией. Учителям предметов из зон музыки познакомиться со статьей Ваташника, Левита, как следует трактовать понятие, характеризующую модель урока на основе ФГОС. То, что, собственно, прозвучало, чтобы у нас было единое терминологическое поле, иначе мы будем так говорить на разных языках. Вот, рубрика «Как найти?» рубрика «Полезные ссылки в сообществе искусства». Этот материал опубликован, то есть эта статья имеет публикацию в сообществе. Открыть дискуссию по системе вопрос-ответ. Это у меня предложение для получения необходимой консультации специалистов в области разработки и представления методических материалов на странице сообщества. Эта дискуссия открыта, она имеется. Я привела опыт этой дискуссии, у меня связь была с Ижмой, и мы в течение, скажем так, 3 месяцев обменивались мнением по поводу портфолио. Я опубликовала нашу дискуссию, вы можете ее посмотреть. Возможно, вы сможете получить ответы на многие вопросы, связанные с организацией и оформлением аттестационного портфолио. Вот. И принять в сведению информацию об анализе уроков и разработке открытых и конкурсных уроков. Это то, что говорила сегодня Наталья Александровна. Я этот материал опубликую в методической копилке или в сопровождении дискуссии, которую можно будет посмотреть. И жду от вас обратной связи. Это обсудить имеющийся опыт разработки урока изобразительного искусства и музыки в разделе «Особенности проектирования современного урока искусства в школе», в общеобразовательной школе. Это в дискуссионной площадке на сайте, в сообществе, которую, собственно, я рекомендую всегда просматривать. Как всегда, обратная связь открытая для вас. Есть электронная почта, где я жду ваши материалы. Можно напрямую по рабочему телефону со мной связаться. И также есть электронная почта Натальи Александровны, которая, собственно, тоже должна просматривать и рекомендовать материалы для публикации в системе сообщества искусства. Она может просматривать, она также может дать советы, рекомендации, и мы материалы можем опубликовать. Я думаю, что сейчас я получила еще материалы учителей музыки, мы поработаем с этими материалами, да, Юлия Александровна, чтобы мы могли их опубликовать. Да, то же самое. И И опубликовать эти материалы. То же самое по веб-квесту. Потому что сейчас есть публикация по веб-квесту учителя 42-й Воркутинской школы Филиппановны Надежды Васильевны. Вы можете посмотреть, для себя решить, посмотреть, как оформляется веб-квест, как форма проведения урока. Возможно, эту форму возьмете себе на вооружение. И, собственно, все. Мы с вами прощаемся. Мы ждем обратную связь. И я думаю, что сегодня наше собрание было достаточно продуктивным. Мы поговорили о том, что что может быть, что бы мы хотели вас увидеть. И если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем вводить это в систему дискуссии и вводить к единым методическим рекомендациям от РМО. То есть все ваши
материал мы будем вести в системе методических рекомендаций. То есть обязательно будем готовить публикацию по материалам данного собрания. Спасибо большое за ваше терпение. Просидели мы с вами 2 часа. Спасибо тем, кто сегодня здесь присутствовал. И до свидания. Так. Как выйти из трансляции? Первую часть и вторую надо серию, потому что он тогда. Почему? И вот серию, вот здесь, нужно, чтобы музыкальный спорт, может быть, песни, японский журнал, или не образы, а образы еще. Надо подумать, на самом деле, тут. Я ж помогу, я же наказываю. Нет, надо просто здесь. У меня не идет система деятельности в таком подходе, он идет у меня как обычно. Нет, его нужно подготовить серию 2 урока, потому что первый урок, он связан как раз с изучением вариаций Кабалевского. Запись идет. Я ведь не отключала. Как ее? Может быть, это без ноутбука? Хотела знать, как можно включить трансляцию. Саша, как отключить трансляцию? Все дело. Спасибо большое. Вы закрыли, да, уже браузер. Я, может, не тот браузер закрыла.